20 июня начинается приемная кампания в вузы. Именно об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Полина Корнейченко, начальник отдела профориентации и карьерного развития Академии главы Республики Башкортостан. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. У вас, конечно, горячая пора сейчас. Спасибо огромное, что, тем не менее, вы согласились к нам прийти на интервью, рассказать об особенностях приемной кампании в этом году. Я понимаю, что каждый год она претерпевает изменения. Когда-то меньше, когда-то больше. Вот в этом году какие перемены? Ну, первое, конечно, о чем стоит отметить, это то, что с этой приемной кампании абитуриенты к нам поступают из колледжей, в том числе по соответствию профилей. Что это значит? В прошлом году, простым языком, если, например, вы закончили какую-то более рабочую профессию по типу слесаря, вы могли поступить там и на юриста, и на госслужащего, то с этого года у нас есть понимание соответствия профиля. Что это значит? Это значит, что вот в той специальности, в которой вы начали, вы дальше продолжаете в ней двигаться. Это, наверное, одно из таких ключевых изменений, которые на сегодняшний день присутствуют во всех вузах, не только в Республике Башкортостан, а по всей России. Но стоит отметить, что соответствие профиля в этом году остается на усмотрение вуза. Какие у вас тогда в этом плане перемены? Ну, мы, конечно же, смотрим на СПО, на направление, которое заканчивал абитуриент, но мы понимаем, что если пока право остается за нами все-таки решать, брать абитуриента или не брать, мы, конечно же, стараемся охватить максимальное количество, чтобы к нам поступали, чтобы в нас были заинтересованы, потому что наши двери пока открыты, поэтому сильно стараемся в этой части изменений не вносить, но также исследовать закону, который нам диктует сверху. Какие будут новые специальности, если будут, в этом году? Из новых специальностей ничего, прям колоссально какого-то чего-то нового у нас нет. У нас единственное появилось новое направление на юриспруденции на магистратуре. Вот, поэтому мы объявили на него набор, а в целом, в остальном все так же. Это психология еще из того, что вот в прошлом году она у нас была очно-заочная, в этом году только очная форма обучения из такого, что не характерно, казалось бы, на первый взгляд для нашей академии, потому что мы же все-таки такое профильное направление, узконаправленное, мы выпускаем специалистов в области государственного муниципального управления и юристов, и тут, казалось бы, где-то психологи, но на самом деле у нас очень сильное образование, в том числе и вот как раз-таки на кафедре психологии. Как привлекаете студентов? Как пиарите себя в том плане, что сейчас современный студент очень востребованный, требовательный, здесь есть разные моменты. Вот как вы работаете в этом направлении? Ну, к зумерам нужен особый подход, если так можно выразиться. На самом деле Академия живет очень яркую, вот не только учебную, но и вот эту вот общую жизнь. Одно из последних вот таких вот ключевых и значимых, на мой взгляд, это курсы английского языка с Джеффом Монсоном, с мировой звездой. На самом деле мы сходили на все телеканалы Уфы, на которые только можно было, рассказали об этих курсах. Правда, очень был широкий охват, люди интересовались. И эта история была не только для наших студентов, что очень важно, а для всех, кто интересуется данной темой. И я считаю, что вот как раз-таки вот это поколение, которое сейчас заканчивает, их это может заинтересовать, потому что об учебном заведении говорят не только выпускники, которые у нас, кстати, тоже именитые, но и вот эта вот жизнь, которая присутствует в учебном заведении вне учебы, что очень важно. А мы проводим конференции различные, стараемся как-то помогать молодежи, которая развивается. И вот курсы это английского языка один из самых таких ярких примеров, что мы действительно живем вот такой вот жизнью и заинтересованы не только в наших студентах, но и в людях, которые, дай бог, станут нашими студентами в будущем. Полина, расскажите, какие направления наиболее популярны среди студентов? Вот как считаете? На самом деле тут вот так вот не сравнишь, не скажешь, что более популярно, что менее популярно, потому что к нам в равном количестве поступает и на государственное муниципальное управление, потому что все-таки мы больше про вот это вот, мы про госслужащих, мы про людей, которые потом будут в дальнейшем принимать какие-то ключевые решения для нашей республики, и не только, надеюсь, но и юридическое образование в нашей академии не отстает, потому что наша академия уникальна тем, что преподаватели, которые
которые как раз-таки дают знания нашим студентам, это практикоориентированные люди. Что это значит? Это люди, которые пришли из тех сфер, о которых они рассказывают на парах. Я, как человек, который относительно недавно, скажем так, закончила университет, я считаю, что это одно из самых важных для студента, который в будущем хочет связать свою жизнь с этой профессией. Потому что одно дело, когда человек рассказывает по бумажечке о чем-то и сам не совсем понимает внутри процесса, а другое дело, когда человек пришел, помимо того, что он дает очень сильную теорию, и он может рассказать, как эта теория действительно будет работать на практике, будет ли она вообще работать, может рассказать о каких-то лайфхаках. И, конечно, помимо того, что это очень важно, это еще очень заинтересовывает и подкупает. Расскажите, как поддерживаете студентов именно в профессиональном развитии? Есть ли какое-то, налажено ли сотрудничество с какими-то организациями для того, чтобы студент спокойно пошел на практику? Очень спасибо за вопрос. На самом деле, об этом, это следующее, что я хотела сказать, что нас отличает, особенности нашей академии, как раз-таки в том, что мы сотрудничаем практически со всеми министерствами, со всеми органами, которые связаны с государственной муниципальной властью, поэтому наши студенты могут проходить практику именно там. А на сегодняшний день мы знаем, что существует кадровый голод. И если действительно студент, например, пришел на практику, показал себя достаточно хорошо, очень велика вероятность, что ему предложат остаться работать на каких-то там, возможно, правах, потому что он у нас еще учится, но так как он себя хорошо показал, возможно, ему какие-то особенные условия предложат, особенно для магистрантов, потому что у нас учится как и взрослый контингент, люди, которые уже работают, и им нужен диплом об образовании именно магистра, так и люди, которые только закончили бакалавриат, и чтобы не останавливать эту ступень дальше образования, они поступают к нам на магистратуру. И они еще такие чуть-чуть зеленые, вроде бы уже закончили этот бакалавриат, уже понимают, как это все работает, но все равно не до конца определились. И они, поступая к нам, у них есть возможность выбрать абсолютно любое место для практики в рамках как раз-таки того, что предоставляет наша академия. И с практически 100% вероятностью его туда отправят, и практически со 100% вероятностью предложат остаться там работать. Расскажите, как можно поступить в Академию главы Республики Башкортостан? Я сейчас говорю не только, мы с вами уже отчасти говорили об этом, когда вы сказали, что по специальности кто-то, выпускник СПО, может к вам прийти, а если это школьник или, допустим, человек, который уже получил образование, уже у него есть опыт работы, какие для них условия? Мы, во-первых, ждем абсолютно всех, кто закончил либо 11 классов, либо закончил колледж, либо же уже получил какое-то высшее образование и хочет продолжить. На самом деле условия для поступления практически такие же, как и во всех вузах Башкортостана. С 20 июня может человек в очном формате прийти к нам, подать свои личные документы, паспорт СНИЛС, ННН, диплом об образовании, заполнить там пару у нас заявлений. И ждать уже, собственно, непосредственно конкурса. Все в зависимости от того, на какую форму обучения и по какой форме обучения он поступает. Касательно того, какие есть, наверное, льготы для тех, кто там, например, работает, тут, наверное, больше им комфортнее, что они уже понимают, куда они идут, замотивированные для работающих. Если уж говорить про ситуацию, которая на сегодняшний день у нас развивается, понятное дело, в стране, мы в такие времена живем. Для участников специальной военной операции у нас есть отдельная квота, они могут поступить на бюджет, либо же скидка. И какая ожидает студенческая жизнь? Мы уже с вами отчасти ее задели, говоря о том, что организуются курсы самые разные. Например, одна из них, курс английского языка с Джеффом Монсоном, это, конечно, только один из примеров. Я знаю, что очень насыщенная жизнь. Честно, я с опытом учебы в разных вузах могу сказать, что Башкирская академия государственной службы при главе Республики Башкортостан живет одной из самых ярких жизней для студентов. Во-первых, следующее наше преимущество, если так идти поэтапно, это в том, что мы относительно небольшие. У нас, правда, если сравнивать с другими вузами, опять же, у нас небольшой набор, и пока кто-то может сказать, что, наверное, это минус, я хочу сказать, что это огромный плюс для нас. Почему? Потому что каждый студент на виду, для кого-то, возможно, это не так хорошо, но я не знаю ни один вуз, где, например, декан своего факультета мог знать каждого студента поименно. Абсолютно каждого. Чтобы проректор по учебной работе знал студентов тоже по именам всех.
И в этом наш плюс, в том, что мы в достаточно камерной обстановке, и мы каждого студента, как собственного ребенка, стараемся вот от начала и до конца довести со знаниями, с хорошим дипломом, с хорошими оценками, чтобы он, правда, был специалистом в своей области. И касательно того, что вашего вопроса, какой жизнью они будут жить, как раз-таки, возвращаясь к тому, что Академия живет вот этой вот яркой жизнью касательно различных конференций, мероприятий, участвуют в различных заседаниях и так далее, у наших студентов есть уникальная возможность подключаться к этому всему. То есть под чутким кураторством кого-то из нашей академии, из сотрудников, они включаются во все эти процессы, и у них уже на этапе вот этой студенческой жизни есть возможность во всех этих процессах изнутри поучаствовать. Это уже не говоря о том, что творческая жизнь в академии тоже существует. У нас множество различных клубов, спортивная жизнь, творческая жизнь. Ребята участвуют, принимают участие в студвесне, вот как раз которая недавно прошла, мы тоже вышли в финал, ребята там представляли номера от академии, поэтому за это переживать не стоит. Во всех сферах, в которых они захотят реализоваться во время учебы, у них будет такая возможность. Ну и вы, как человек, который учился уже не в одном вузе, насколько я понимаю, вот что бы вы посоветовали при выборе учебного заведения? А для тех, кто сейчас заканчивает и планирует подавать документы уже в какой-то вуз, это, конечно, уверенность, в первую очередь, уверенность в этом учебном заведении. Все-таки не только там посмотреть, какие вступительные испытания, какие минимальные баллы, а посмотреть, какой жизнью живет вуз. Это очень важно, потому что микроклимат внутри учебного заведения, на мой взгляд, это одно из таких основополагающих вещей, потому что это же все равно важно. Мы из школы переходим в какое-то большое место, где уже вот так, как преподаватели, как учителя в школе, прям за руку ходить не будут. Это первый момент. А для тех, кто сейчас учится, наверное, в 9-м, 8-м классе, и вот только вот стоит на пороге выбора, и у них еще есть немножечко времени, это все-таки углубиться в тему профориентации, понять, в какой сфере они действительно смогут работать и развиваться, потому что вот на данный момент я всегда придерживалась и придерживаюсь одного прекрасного высказывания. Надо выбирать направление для обучения то, где потом диплом действительно будет работать на вас. То есть сначала вы работаете на этот диплом, 4-4,5 года, это не маленький срок, все-таки нужно приложить какие-то усилия для этого, чтобы потом диплом действительно понадобился на работе, чтобы вы пришли, и вот это вот заветное, вас попросили, а диплом об образовании у вас есть, и вы так гордо этот диплом положили на стол, и он действительно был по тому направлению, по которому учился человек. Это правда, это очень дорогого стоит. Ну и профориентация, еще раз профориентация, это очень важно. Полин, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали не только о своем вузе, да не только о своей академии, но и в целом дали советы, которые очень актуальны современным и детям, и их родителям. Я думаю, что это очень полезно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа интервью. Сегодня говорили о приемной кампании, которая стартует 20 июня. Спасибо, что были с нами.